На родном языке нужно не только говорить. Ученые уверены, важно писать и читать. Одна из главных проблем крымско-татарской филологии – топонимика. Исторические названия сел и городов полуострова постепенно забываются. Ученые предлагают использовать опыт Российской империи. В качестве дорожной карты мы должны использовать опыт Российской империи, когда параллельно функционировали старые и новые топонимы. Перед въездом-выездом в каждом населенном пункте наряду с действующим названием должно быть указано утраченное. Сегодня крымско-татарский язык изучают в 15 национальных школах. Уроки на родном языке проходят в десятках классах. Но в большинстве случаев язык преподается факультативно. В новом учебном году он будет изучаться как предмет. Об этом на конференции сообщил Искендер Белялов. С 2018 года в базисную часть учебного плана будет введена предметная область родной язык и литература, обеспечивающая право на изучение родного языка. Также в Крыму впервые были изданы учебники на крымско-татарском языке общим тиражом 45 тысяч. Кроме этого, медиацентр Исмаила Гаспринского только в этом году по поддержке литературы на родных языках издал более 50 наименований книг. Сохранение нашего языка – это главный вопрос, поэтому все мы должны объединиться, мы должны работать и искать пути, методы для развития нашего народа. Крымский инженерно-педагогический университет также уделяет особое внимание в развитии родного языка. Его изучают студенты всех специальностей. Кроме того, создан научно-исследовательский центр крымско-татарского языка и литературы. Здесь обсуждаются самые актуальные темы. Для нас это очень важно. Пусть развивается наука, наш народ выходит на новый уровень. В завершении все участники конференции приняли резолюцию. Историки, филологи и общественники еще раз подчеркнули, развитие языка – это не просто филологическая проблема, это вопрос сохранения национальной идентичности. Султания Истакаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.